Вечер, 2 декабря, 1008 день аннексии Крыма. Смотрите в этом выпуске «Заман». Герої України вернули зрение. Ці великі літери найбільші, я їх побачив. Севастопольцы против ночных волков. Причем здесь патриотизм, ночные волки. Россияне не верят Путину. Потому что он наркоман, как бы. Участники сепаратистского митинга 26 февраля 2014 года такие же участники массовых беспорядков, как и крымские татары. В Центральном районном суде аннексированного Симферополя продолжается заседание по так называемому делу 26 февраля. Сегодня судят Мустафу Дегрминджи, Али Асанова, Эскендера Кантемирова, Арсена Юнусова и Эскендера Эмирвалиева. Мустафа Дегрминджи допрашивал так называемого пострадавшего, участника того же митинга со стороны русского единства. Нет, ну а вы как думаете, вы были таким же участником массовых беспорядков, как и я? Нет. Почему? Ну, просто мне интересно, вот разница между мной и вами, если вы также давили в противоположную сторону, как и противоположная сторона давила в вашу сторону. Почему одна сторона участники массовых беспорядков, а другая нет? Ну, Украина успешно завершила учебные ракетные стрельбы на юге страны. Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба вооруженных сил Виктор Муженко. Учения проводились в Херсонской области. 1 декабря Украина запустила 16 ракет, все они достигли целей. Россия перед началом стрельб угрожала сбивать украинские ракеты. В Минобороны Украины отмечали, что стрельбы проходят в воздушном пространстве Украины и строго по нормам международного права. Украинскому герою Владимиру Жемчугову в Германии вернули зрение и слух. В течение почти месяца он перенес 5 операций. Заложник так называемой ЛНР Владимир Жемчугов почти 2 года был в плену. Он случайно подорвался на растяжке. В результате взрыва он потерял руки, зрение и слух. Тяжело раненый Жемчугов попал в руки боевиков. Его обвинили в подрыве железнодорожных путей и линий электропередач. Знаєте, ось цю шкалу АБВГД, так ось, коли я вперше через тиждень побачив ці великі літери, найбільші, я їх побачив, я почав посміхатися. І лікарка побачила посмішку, першу посмішку, бо доти я був такий похмурий. Ми їздили в Кобленц, там військовий шпиталь. Там перебувають 3 українські солдати, важко поранені. Ми їздили їх підтримати. Не те, щоб показати мене, мовляв, ось хлопці. Чи є ще хтось, кому гірше? Є люди, кому ще хуже. А нормально провідати. Экс-главы стран определили стратегию развития государств Балтийско-Черноморского региона. Форум «Через диалог к доверию» призван найти новые пути выхода из системного кризиса, потому что система сдержек и противовесов в мировой политике сегодня не работает, утверждают организаторы. Среди участников экс-президенты и в прошлом главы парламентов Украины, Литвы, Беларуси, Эстонии, Молдовы и России. Участники предложили создать Балтийско-Черноморский альянс, который сможет объединить государства в противостоянии стране-агрессору. Загробастать Беларусь российскому предводителю гораздо проще, чем Украину и другие структуры. Тот ансамбль нас, который собрался, во-первых, мы не претендуем ни на какие места, ни на какие должности, а во-вторых, у нас достаточно богатый опыт. Первое. Перестать наивно, облегченно воспринимать 25-летнюю нашу совместную историю. Есть непримиримый спор за базовые ценности. Есть альтернатива и европейской системе ценностей западной цивилизации? Конечно, нет. Мы все опасаемся того же. Нет, мы по-разному. Того же реваншизма, агрессивных сил, мечтающих или плачущих по разрушенной тюрьме. В Чонгаре начали строить 150-метровую телебашню для вещания в Крыму. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра по делам оккупированных территорий Георгий Тука. Он опубликовал соответствующие фото и видео. На церемонии открытия башни и закладки памятной таблички были представители херсонской власти, Совета по вопросам радиовещания и телевидения, а также бойцы батальона Номана Челебиджихана.
Це не єдина новина сьогодні, що почалося будівництво вежі. Насправді 9 грудня закінчується прийом документів на конкурс на ці 4 частоти. Це мовлення буде охоплювати Джанкойський район, Красноперекопський район. Це мовлення в FM-діапазоні. І хочу сказати, що це райони впевненого прийому. А такий вже невпевнений прийом він буде і в Сімферопольському районі і так далі. Общественность Севастополя осудила так называемый парк патриотизма «Ночных волков». 26 ноября у горы Гасфорта севастопольским и крымским школьникам показали так называемое детское шоу во время открытия парка «Патриот». Инициатива создания такого парка принадлежит Министерству обороны России, оккупационному правительству Севастополя и байкерскому клубу «Ночные волки». Родители и преподаватели были возмущены программой, которую байкеры подготовили для детей. Мотоклуб «Ночные волки» принимал активное участие в «Русской весне» 2014 года. Они формировали отряды так называемой самообороны Крыма. По некоторым данным, члены «Ночных волков» воюют на стороне псевдогосударства ДНР. Также считается, что их лидер, байкер по прозвищу «Хирург», состоит в дружеских отношениях с президентом России Владимиром Путиным. Да, все, что там вот это железо ржавое настроено, оно должно быть убрано, потому что все-таки это въезд в город-герой Севастополя. Ну причем здесь патриотизм, ночные волки вылезли, вот этот какой-то черт вылез, вот эта полусвинья какая-то выезжает, непонятно отсюда. Давайте мы пойдем к этому бесу молиться завтра, целовать его. И все шкинулись, по здесь эти дети, они ж не понимают. Как вообще получилось, что ночные волки постоянно появляются во всех мероприятиях, и они потихоньку заняли вот эту нишу патриотическую? Следует отделить два вопроса. Это парк «Патриот» и тема парка «Патриота» и «Ночные волки». Это совершенно разные идеологии, совершенно разные способы преподнесения. Допускать вот эту публику к патриотическому воспитанию детей, с моей точки зрения, принципиально нельзя. Слово «патриот». Если ты залезешь в энциклопедию, там четко написано, что это человек, который сохраняет культуру, историю, традиции. Стесняюсь спросить, что здесь сохранено? Почему хирург решил, что именно ему позволено заниматься этим? Владимир Путин в 13-й раз обратился к Федеральному собранию России. В своей речи он вновь говорил о проблемах с коррупцией, проблемах финансирования образования и медицины, о проблемах в экономике и социальной сфере. Обратил внимание на строительство Керченского моста. Журналисты «Настоящего времени» сделали подборку высказываний российского президента за последние 5 лет, из которых следует, что кроме порядка слов в предложениях, сущность послания не меняется. Мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи. Мы решим все стоящие перед нами задачи и обязательно добьемся успеха. Мы будем идти вперед вместе. И вместе обязательно добьемся успеха. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня. Выполняет ли Путин обещания, которые дает каждый год? Об этом журналисты «Радио Свобода» спросили у жителей и гостей Москвы. Мне не нравится ни в прошлом году, ни в этом. Так. Но я боюсь, я не хочу отвечать. Я плохо слежу за тем, что он обещает. Как всегда мы говорим, лишь бы не было хуже. Я очень давно уже не слушаю, что говорит Путин. В смысле, я слушаю, но у меня никак в голове это не откладывается, потому что он наркоман, как бы мне не очень интересно, как бы. Ну, в смысле, что его слушать? Ну, господи, прогнивший абсолютно человек. Но мне кажется, никто к этому уже серьезно не относится. Еще каждый год там какие-то новые обещания, новые требования, которые не исполняются, майские указы, которые там по большей части никак не были исполнены. Турция ратифицировала соглашение с Россией о строительстве турецкого потока. За проголосовали 210 из 223 депутатов, участвовавших в заседании, сообщает турецкое издание «Миллет». После подписания документа президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом соглашение официально вступит в силу. Газопровод «Турецкий поток» проложит в обход Украины по дну Черного моря. От России в Турцию и далее в Европу. Исламский культурный центр собирает кровь от добровольцев. На призыв откликнулось более 30 человек. Подробнее в сюжете.
Не есть жирное и острое, не употреблять лекарства и алкоголь. Такая диета для доноров за неделю до сдачи крови. Анастасия Вишневская не успела утром позавтракать. Студентка 4-го курса спешит сдать кровь и сразу на учебу. Каждый человек заслуживает на помощь, и хочу очень сильно на это повлиять. Я думаю, что если каждый, как я, сделает какой-то даже маленький взнос в это, то мы можем сделать что-то очень глобально хорошее. Я не пью, не курю. И если могу чем-то помочь людям, то почему бы хотя бы таким простым не помочь? Это не больно, это приятно. Приятно тем, что помогаешь другим людям. Игорь прошел Майдан, волонтерил на Востоке, помогал украинским военным. Ему 46. Отец Игоря – заслуженный донор Советского Союза. Пошел по стопам отца и с 18 лет сдает кровь. Кровь начинает перезапускаться, выработка крови новой свежей крови, и это благоприятно действует на организм человека. Ахмед пришел помочь нуждающимся, сдал свою кровь на анализ, а врачи запретили быть ему донором. У меня чуть-чуть просто сахар, вообще не, зато не приняли меня. Ну, вы хотели помочь? Ну, хочу, конечно. Акция для доноров в Исламском культурном центре проходит несколько раз в год. Наше бажання мусульман України – це допомагати іншим. І влаштування таких акцій – це є справжня дієва допомога для найбільш потребуючих, щоб врятувати чиєсь життя. Сдавать кровь приходят люди добровольно и бесплатно. Кровь отправляют в Киевский городской центр крови. Эльвина Титбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Сохранить свое. Крымско-татарский коллектив «Бадем» собирает деньги на пополнение коллекции народных костюмов. В их репертуаре народные танцы. И для того, чтобы образ номера был полным, нужны костюмы. Танцовщицы надеются, что крымчане, вынужденные покинуть Крым из-за аннексии, поддержат коллектив, который сохранит их связь с родной культурой. В студии на Подоле репетирует ансамбль «Бадем». Танцовщицы разучивают крымско-татарские народные танцы. Девушки отрабатывают движения рук и корпуса в танце «Эмир Джилял». Вот здесь, когда вы заканчиваете, мы всегда заканчиваем локти вниз. И опускается у вас локоть вниз. Поднимается вверх, а опускается вниз. Понятно? Днем аспирант, вечером хореограф. Руководитель ансамбля Эльнара Халилова без 5 минут кандидат сельскохозяйственных наук. Полностью весь закрытый цикл, начиная от, скажем так, посадки цыпленка в poultry house и заканчивая тем, что мы получаем в итоге, в конечном итоге бройлера, который идет на забой. Вот. Этому посвящена моя диссертация. Танцами она занимается с 3 лет. «Бадем» появился 3 года назад, когда Эльнара приехала учиться в Киев. После аннексии полуострова в столице резко увеличилась крымская диаспора. В связи с тем, что очень много крымских татар уже переехало на материковую Украину, по сути, мы начинаем строить новый культурный пласт здесь. Если мы его сейчас здесь не построим, наши дети, у них не будет возможности. Я, например, хочу, чтобы мой ребенок научился своим родным танцам. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил на крымско-татарский язык. Селям алейкум, козлар. Алейкум селям. В коллективе 7 танцовщиц, среди них и украинка Ольга Московская. Монтессори-педагог влюбилась в крымско-татарскую культуру, не может перестать танцевать даже на 7-м месяце беременности. Посмотрите, насколько женственный этот танец. Мне кажется, в любом возрасте, в любом положении, от 3 до 93, женщина может танцевать такие прекрасные танцы и чувствовать себя восхитительно. На танцовщицах крымско-татарские национальные костюмы. Чтобы пошить такой, нужно не меньше 10 тысяч гривен. Девушки решили попросить помощи. Появилась идея подать проект на спільний кошт. Они попросили небольшую сумму. Они попросили 50 тысяч на 3 костюма. Это небольшие деньги, абсолютно. Но я понимаю, что, наверное, им придется еще своих добавлять. В
Бадеме подрастает и новая смена. Крымчане, покинувшие свои дома из аннексии, захотели на материке приобщать своих детей к родной культуре. Выступать очень много, чтобы мои родители мной гордились. Роман Спиридонов и Эдем Сейдалиев. Заман. АТР. В оккупированном Крыму презентовали новый клип на песню «Эй, Гузель Крым». Эта песня родилась в ссылке и символизирует тоску по родному дому и любовь к своей земле. В клипе ее исполняют известные крымско-татарские исполнители. Yaşamadım yaşlığıma doyamadım vatanıma hasret oldum ey güzel Kırım ben bu yerde yaşalamadım yaşlığıma. На этом пока все. Хороших вам выходных. Будьте с нами.